Весна в Аллаховской тундре Якутии всегда поздняя, но зато скоротечная. Пока лед на реке прочный, пенсионер Петр Стрюков торопится завести топливо и продукты питания на свои дальние угодья, где охотится и рыбачит. Впрочем, традиционные промыслы все больше отходят на второй план. Еще недавно безлюдные места охватила мамонтовая лихорадка. Сейчас нету места, где человеческая нога не ступала. Везде ищут. Возле моря, по берегам рек, по берегам озер. Новые залежи бивней мамонтов каждый год выступают на поверхность земли. Они появляются там, где река Индигирка размывает берега. Все трудоспособное население Оленегорска отправляется на поиски древних останков. Другой работы в арктическом селе не найти. Сейчас все, ничего не осталось. Ни тракторов, ни рыбаков, ни оленей не осталось. Слухи о богатейшей мамонтовой фауне стали привлекать искателей фарта со всей страны. Растущие масштабы промысла разделили коренное население на два противостоящих лагеря. Одни обогащаются за счет добычи, другие опасаются ее последствий, в первую очередь экологических. Грех их трогать. Моя мама говорила: есть тропиночка, ходи по этой тропиночке, даже не плюй в эту цветочек и не рви, пускай растет, он и так мало. То, что выходит на поверхность, собирается быстро. Потом в дело идут запрещенные и небезопасные для природы приемы. При помощи мотопомп под напором воды размываются берега, овраги и сопки. Исчезают пастбища и загрязняются реки. Практически 90% у нас пользуются этими мотопомпами. Небольшие штрафы за незаконную добычу не пугают черных старателей. Любой из них в раз может стать долларовым миллионером. Нужно лишь найти достойный экземпляр и суметь продать. Перед отправкой в Якутск бивни хранят в сараях. Здесь их плотно обматывают пищевой пленкой, чтобы из-за соприкосновения с воздухом кость не потеряла свой товарный вид. На территории Якутии залегает более 70% мировых запасов мамонтовой фауны. В основном в прибрежных арктических районах и на островах Северного Ледовитого океана. Ежегодно здесь добывают от 70 до 120 тонн бивней. Такое расхождение в цифрах объясняется наличием нелегального промысла и высокой долей контрабанды. Основные финансовые сделки заключаются в столице региона – Якутске. Здесь перекупщиков хватает и китайцев, и других. Деньги перечислением не идут, передаются черные китайские банки, отсюда вытаскиваются рубли с нашего городского китайского рынка. Миллиардные потоки наличных денег не облагаются никакими видами налогов. Просто нет нормативного документа, который бы мог регулировать этот вид бизнеса. Якутия, теряя доходы, настаивает на принятии специального федерального закона о рациональном пользовании ресурсами мамонтовой фауны. Но предоставление исключительных полномочий региону вступает в противоречие с другими законами. Республика Саха-Якутия, который более 70% ресурсов имеет, могла бы, в общем-то, этот вопрос отрегулировать в полном порядке. На данном этапе удалось добиться признания бивня мамонта коллекционным материалом. Для его сбора Якутия выдает лицензии, закрепляя за заявителем определенные участки. Проблема в том, что такую находку нельзя обложить налогом и отследить ее передвижение. Нам необходимо упорядочить, чтобы этот бизнес был легальным с точки зрения организации, с точки зрения платежа налогов. Мы, к сожалению, по большому счету налогов от этой деятельности не получаем в республике, а получаем только платежи за использование лицензиями. Это, конечно, непорядок, поэтому будем принимать меры и в этом плане, формируя определенную законодательную нормативную базу. Для студента колледжа технологии и дизайна Афанасия Михайлова случайная находка на берегу реки Адыча повлияла на выбор профессии. Вместо живописи поступил на косторезное искусство. Сейчас учится на 4-м курсе и считается одним из наиболее перспективных мастеров. Я случайно наткнулся, вот такой кусочек бивня, рога нашел. Я его себе забрал и пользовался, вырезал из него тоже, фигурки делал, други делал. Создание косторезного производства в районах, где добывается бивень, могло бы частично решить вопрос занятости. Но ценное сырье полностью уходит на экспорт. Теряют муниципалитеты и налоговые сборы. Их хватило бы на решение многих социальных проблем. Сумма, скажем так, свободно можно спокойно вести строительство, капитальные ремонты жилого фонда. В принципе, вот эту дыру можно было закрыть? Спокойно.
спокойно можно закрыть, и осталось бы еще, я бы сказал, на благоустройство. Этот православный храм в центре Чакурдаха строили 5 лет. Деньги на его возведение пожертвовал предприниматель, разбогатевший на мамонтовой фауне. В поселке каждый житель расскажет, что церковь поставлена в знак спасения от гибели в тундре. Он дал обет, что если там, что о чем он просил, вот, и он выстроит храм, и он построил его. Спрос на доисторические клыки в будущем будет только расти. В последнее время интерес подогревает и отсутствие конкуренции на рынке. Многие страны запретили добычу и торговлю слоновой костью. Теперь главным поделочным материалом для изготовления предметов искусства становится бивень мамонта. Я могу только одно сказать. Пока добывается урок носороги и бивень мамонта, есть шанс выжить носорогами слона. Если запретить добычу бивня, то начнется же живых стрелять, носорогов, слонов. По предварительным оценкам, в толще вечной мерзлоты Якутии бивня мамонта хватит как минимум на 100 лет. Колоссальный потенциал для развития российской Арктики. В этом году легальная добыча мамонтовой фауны в Валаиховском улусе будет вестись на 44 участках. Сейчас владельцы лицензии заняты последними приготовлениями к началу сезона и вербовкой местного населения. Согласно самым скромным подсчетам, территория теряет в виде налогов сразу треть бюджета. И это без учета огромного объема контрабанды. Дмитрий Макаров, Владимир Ермаков. Вести. Валаиховский улус. Якутия.